Так, Адиля. Алинур. Сейчас время года, весна, я. Самир. Второй месяц весны чекура на плечи. Айдай. Второй месяц весны чекура на плечи. Эрлан. Второй месяц чекура на плечи. Сегодня день недели, вторник, щищенки. Слушайте. Семёшко, там цветов, лугов, простор. И куда ни кинем взор, снеговых вершин дозор. Хороша моя земля! Хлопок белый нас белей, белоснежных лебедей. Яблоки глядят с ветвей, даль пшеничную полей. Хороша моя земля! Рады мы своим делам, мы умеем труд ценить. Край киргизский полюбить, приезжайте в гости к нам. Хороша моя земля! На той планете дружно жили дети и расставляли гнезда птиц, ради нескольких яиц. Не ловили под углом рыжих белых для забавы. Травку не топтали, рек не загрязняли, все старательно с умом берегли наш свой общий дом под названием Земля, где живем и ты, и я. Не все соблюдают правила поведения в своем собственном доме. Ребята, так, и какие же ведь правила не соблюдают? Они мусор бросают. Так, выбрасывают мусор. Дарья. Загрязняют воду. Загрязняют воду. Разоряют гнезда. Разоряют гнезда. Так, и тебе. Они плюются. Так, люди плюются. Да, так. Экология – это наука, которая учит нас относиться к природе Бережно. 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 Молодец. Хорошо. Какая ты молодец. Дарья. Экологи – это ученые, которые все исследуют, испытывают, и потом мы это понимаем и стараемся соблюдать. Отлично. Экологи занимаются наукой. Наукой занимаются. И что они делают? Они заботятся о природе. Заботятся о природе и оберегают все живое от исчезновения. Это ребята. я вообще сказала. Тихо. Все, я их обобщаю. Существует. Я обобщаю. А ребята, а чему учат нас экологи? Чему учат? Экологи учат, чтобы мы знали, что нельзя Делать, то есть соблюдали правила. Что, Бекзат, чему учат еще? Так, Ибрахим, пока Бекзат думает. Они нам говорят, чтобы мы не обязали природу, а соблюдали правила. Правильно, ребята, чтобы мы не обижали природу, мир природы. Это и животных, и растения, воздух, воду и почву. Ребята, смотрите. Скажите, пожалуйста, а что мы называем почвой? Что мы называем почвой? Так, что мы называем почвой? Ну что такое почва? Тихо, тихо. Так, а остальные? Идембек. Почва – это верхний слой земли. Верхний слой земли. Посмотрите, ребята, вот на картинку, посмотрите. Это верхний слой земли. Ребят, а теперь скажите, пожалуйста, какая бывает почва? Посмотрите на доску. Какая? Мокрая, каменистая. Каменистая. Ангелина молодец. Песчаная. Нет. Песчаная. Так, Саша Покрин. Песчаная. Дальше. Какая, Айдай? Посмотри. Глинистая. И какая еще? Плодородная. Ребят, мы с вами... Еще удобрение. Ну, это мы сейчас потом попозже, хорошо? Ребят, мы с вами исследовали разную почву, да?
И выяснили. Что мы выяснили? Вот сейчас вы увидите. Мы посадили в эту почву лук. Посмотрите. Самое плохо вырос лук в какой почве? Мусор. Так, Айда, как? С мусором, да? Посмотрите, а какой мусор здесь? Батареи. Клей. Это пластик, полиэтилен, крышки, да. Ребят, и самое плохо, потому что, знаете, а этот лук можно есть? Нет. А почему его нельзя есть? Потому что он грязный. Он, что самое главное, отравлен. Потому что Так, его есть нельзя, и он поэтому и не пророс. Посмотрите, ребятки, он, видите, перья, вот, и все, и он не вырос. Так, теперь дальше смотрим. Ребят, глинистая почва выросла? Да, но она какая? Высокая? Перья какие? Так, низкие перья, да, ребят? То есть короткие перья. А теперь смотрим, ребята, давайте на каменистую. Тоже, посмотрите, перья какие? Так, еще коротенькие, да, ребятки? Посмотрите, да, и мало их. Потому что в каменистой почве, что, ребята, нет самой почвы, да, совсем мало, поэтому тяжело прорастает. А вот глинистой земля какая? Мы исследовали. Какая земля? Твердая, плотная, она не пропускает воду и воздуха совсем мало, поэтому плохо растет. А теперь посмотрите, это у нас какая почва? Песчаная. Ребят, а мы исследовали, а что хорошо проходит? Вода. Вода. А почему? Песок какой? Мягкий еще? Сыпучий, рыхлый. Поэтому, смотрите, ему вырос, да? Видите? Перья уже длинные, но их мало. А теперь посмотрим, ребята, почва какая? Плодородная. И какие перья? Длинные. И сколько их? Много. Они же свисают. Да, они уже свисают, потому что это плодородная почва. Надо ее полить. Ребят, значит, мы сделали, юные экологи. Все глазки на меня. Значит, мы с вами сделали какой вывод? Что пророс лук в какой почве хорошо? Руки. Так, вот Саша Комиссарова. Плодородный, да? Плодородный. Посмотрите, какой щедрый был бы урожай, если бы много лука мы здесь посадили, да, ребятки? Да. Сейчас, ребята, встаем. Собрали урожай в корзинке, да? Ну, и проиграли в какую игру? Сначала, потом. Так, ну-ка, что было сначала? Какой был лучок? Маленький. Потом? Еще побольше. Еще больше. И, ребятки, мы с вами будем рассматривать, вспомним наши все опыты с плодородной почвой. Ребят, давайте вспомним. С вами мы проделали опыт, чтобы выяснить, почему вот эта почва дает такой урожай, почему лук так хорошо пророс. Что мы сделали? Давайте вспомним первый опыт. В стакан с водой мы положили комочек почвы. И что вы заметили? Руки. Что вы заметили? Адиля, что ты заметила? Так, Бельзак, что ты заметил? Что? Пузырьки. А что это пузырьки были? Так, Саша, это воздух. Значит,
юные экологи, какой вывод мы сделали? Что в почве есть воздух. Потом, ребята, мы взяли свежую почву, положили в салфетку. И что сделали? Придавили ладошками. И что мы увидели? Так. Салфетка какой была? Мокрая. Салфетка какая была? Мокрая. Значит, ребята, какой вывод мы сделали? Так, юные экологи, какой мы вывод сделали? Что есть? Вода. Есть в почве вода. А потом мы взяли в стакан, положили, что? Так, почву, да? Почву положили, не глину, а эту плодородную почву. Перемешали, вода какой была? Мутной. Мы ее оставили. На следующий день мы посмотрели. И что мы увидели? Что увидели? Что было на дне? Ангелина. Так, на дне был песок. А поверх песка, Джанара, что было? Поверх песка что было? Шабдан? Глина. Была глина. А поверх глины что мы увидели? Так, Алтынай, что мы увидели? Перегной. Что увидели? Перегной увидели. Да. Ребят, дальше. Значит, еще мы сделали. Мы взяли капли раствора, накапали на пластиковую крышку. И что мы увидели? Через несколько дней. Что мы увидели, Симитей? Она засохла. Так, вода испарилась. И на крышке увидели что? Пятна. Какие пятна? Какого цвета? Белые. Это минеральные соли, которые растворяются в воде. Так, давайте подведем итоги экспериментов с плодородной почвой. Сделали какой мы вывод? Из чего состоит плодородная почва? Из чего? Из чего? Так, быстренько, Саш. Нет, плодородная почва. Из перегноя. Алия. Из глины. Джемиля. Из песка. Дальше. Перегноя. Так, воздуха. Дальше, Ибрахим. Из глины. Так, мы это уже сказали. Из воды и минеральной соли. Так, ребят, значит, вот эта почва и родит богатый, щедрый урожай. Встречаются у нас экологические проблемы. Какие экологические проблемы? Вот сейчас мы с вами поиграем в игру. Можно? Нельзя. Слушаем. Играем в игру. Рвите цветы. Помогайте взрослым сажать деревья. Ломайте ветки деревьев. Ходите по тропинкам. Бросайте мусор. Загрязняйте реки и озера. Сжигайте опавшие листья. Оберегайте животных. Вырубайте леса. Ловите насекомых-опылителей. Не разоряйте муравейники. Поливайте растения. Кричите в лесу. Разлейте землю. Разводите в лесу костры. Включайте в горах громко музыку. Ну, молодцы. Справились со всеми действиями. Ребят, а сейчас мы все встаем, переобуваемся и продолжим наше обсуждение. Что с ними происходит? Они что делают? Разлагаются, посмотрите. Они превращаются, ребят, опять в какую почву? Они сделают почву плодородной. А вот этот мусор каким был? И что? Каким? Видите, ребята, я хочу вам сказать, что вот это все разлагается около 100 лет.
Поэтому нельзя бросать